забывайте обелиски на месте подвигов былых. Пускай война уже не близко, вы все же помните о них. О том, как преобразились окна этого дома, говорить не стоит. Здесь и георгиевские ленточки, и белые голуби мира, и главный символ победы – вечный огонь. К оформлению окон Ясмина Балаева подошла ответственно. 75 лет со дня Великой Победы – серьезная дата, признается девочка. Ее прадедушка, как и многие другие сыны ингушского народа, отправились в далеком 41-м сражаться за мирное небо над головой. Мой прадедушка 4 года воевал на той страшной войне, которая унесла миллионы жизней. Был дважды ранен и после второго ранения остался калекой на всю оставшуюся жизнь. Наш долг помнить тех, кто был в боях и не дожил до сегодняшнего дня. Мы перед ними в неоплатном долгу. Коронавирусная инфекция не повод забывать тех, кто ценой собственной жизни воевал в Великой Отечественной. Тысячи людей смогут почтить память и сказать слова благодарности тем, кто действительно этого достоин. Всего в течение 2020-го прошло более 100 ключевых мероприятий Года памяти и славы. А их основная задача – связать события прошлого с настоящим, донести ключевые ценности Победы и сохранить общую историческую память. А благодаря такой акции, как «Окна Победы», сделать это можно просто и не выходя из дома. Для этого необходимо украсить окна своих домов рисунками о Победе. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Присоединиться к флешмобу решили и в Доме культуры селения Мужичи. Оформили актовый зал, украсили окна Победы, а рядом с праздничной атрибутикой портреты героев Великой Отечественной. В общем, сохранить атмосферу праздника удалось, а значит, к памятной дате готовы. Было огромное желание прийти сюда, начать все взять. Все связано с этим. Это, как обычно, символика. Это голуби белые, георгиевская лента. И, как обычно, вечный огонь, но, увы, у нас его нету. Я знаю, и все мы знаем, что это горе коснулось каждого из нас, да, в каждый дом как бы. И поэтому как-то появилось желание принять участие именно в этом, в том плане, что это наша общая боль, наша общая дата, 75 лет Победы. Вот и появилось, несмотря ни на что, желание такое огромное взять, нанести такую красоту. Желанием, конечно, наводили, оформляли. И вот такой результат вышел. Имя славного героя Султана Богатырева здесь помнят и чтут. Участник войны родился 7 августа 1914 года. В 1940-м был призван на срочную службу в ряды советской армии, а ровно через год начались кровопролитные события, после чего Султан Ибрагимович был направлен в Мурманск. Имел звание старшего сержанта и славился храбростью, мужеством и стойкостью. Хороший, добродушный был Султан Ибрагимович. Он каждый раз, я помню, когда он в школу приходил, нам говорил: дети, у вас есть хорошая возможность учиться. Мы воевали ради вас, для вашего светлого будущего. Так, учитесь. В стороне не остался и Дом культуры селения Нестеровска, где познакомиться со своим творчеством и выразить дань памяти ветеранам решили воспитанники кружков и работники ДК, пока они находятся на самоизоляции. Наши деды, прадеды воевали, именно наши сельчане, нестеровцы. Более 300 человек ушли на войну. Многие из них не вернулись. К большому сожалению, ветеранов уже в живых у нас не осталось. Но тем не менее мы должны помнить, чтить и уважать память, чтобы это не повторилось больше никогда. И мы рады, хотя сейчас это в наше время эпидемии коронавируса, люди находятся на самоизоляции дома, но тем не менее мы должны помнить эту дату. И эта акция, мне кажется, она лишний раз
подтверждает это. То, что мы помним, чтим наших. «Окна Победы» – это удивительная акция, которая позволит объединить людей в Великий день. Продлится она до 9 мая и будет проходить в формате онлайн-флешмоба. Принять участие может любой желающий. Для этого нужно сфотографировать оформленные окна, затем разместить публикацию в социальных сетях с одноименным хэштегом. И уже 9 мая мы можем лицезреть «Окна Победы», которые объединят всю страну. Хава Гагиева, Тамара Хашигульгова, Магомед Шаухалов, Магомед Белакиев. Новости 24.